У нас экономика сейчас базируется в основном на ресурсной составляющей страны. И доля высокотехнологичного сегмента, к сожалению, в экспорте нашем всего лишь 5,5%. Из 450 миллиардов долларов, которые получает наша страна за счет экспорта, только 5,5% это высокотехнологичный, остальной ресурс. Поэтому, чтобы переходить на новый уровень нашей промышленности, нам нужно какое-то время, чтобы поддерживать вот этот переход за счет вот этой структуры экономики. И для этого нам нужно получить новые данные о потенциале, ресурсах в большей мере таких вот северных, арктических районов Сибири, которые достаточно слабо еще изучены. И вот конференция, она будет направлена на то, чтобы обсудить те результаты, которые были получены, скажем, последние 2-3 года, и сделать какие-то выводы в отношении перспектив этих территорий на те или иные виды сырьевых ресурсов, затем, чтобы обоснованно принимать решения о развитии там или в других местах каких-то новых центров добывающей и перерабатывающей промышленности. Потом, 3 года назад примерно, это в 2012 году, президент нашей страны утвердил программу развития, повышения конкурентоспособности нашей промышленности. Речь идет о переводе ее на 6-й технологический уклад, это технологии 6-го этого уклада, и они требуют качественно новой ресурсной базы и качественно новых видов этой продукции. К примеру, такие вот вещи, как редкоземельные металлы, без которых невозможны планы по реализации 17 из 34 критических технологий этой программы, которую я упомянул. Это современный скоростной транспорт, это современная энергетика, это лазерная физика, это устройства для оптоэлектронных типов связи, это бытовая электроника, все что угодно. Новые конструкционные материалы, сверхпроводимость, оборонные технологии, авиация, космонавтика и все такое. Для этого нужно создать фактически с нуля добывающую, перерабатывающую промышленность по этим видам металла. Потому что сейчас это в основном за счет экспорта. 3000 тонн мы потребляем, Россия, а уже через 10 лет потребуется примерно 25-28 тысяч тонн. Никто нам не даст эти материалы, надо самим организовать, во-первых, добычу и для этого выбрать правильную ресурсную базу, и переработку. Это надо обсуждать. Затем традиционные такие наши виды промышленности, как благородные металлы, алмазы. Тоже надо думать над улучшением развития сырьевой базы.